А то опять он съел все. Что-то, блин, Чипудел сегодня так много кушает. А есть еще такая сосиска? Есть. Дайте, сделайте, пожалуйста, еще. Еще 6. Еще 6. Ну вы не видите, такие джигиты пришли, вообще сейчас все сожрут, что есть. Это еще начало, блин. Пришли 6 штук. Раз, два, три, четыре, пять, 6. А можно еще 6 штук, да? Не-не, еще 6 штук. Можно вот таких? Раз, два. Нельзя? У нас на хот-доге они идут, понимаете? Блин, на хот-доге что там? Да хот-догскую цену посчитайте, что там? Пожалуйста. Мы 3 дня ничего не ели. А у вас когда-нибудь были такие вот голодные ребята? Как мы. Как мы? Реально? Были. Точно? Мы не первые, короче, да? А почему нам сосиски не продаются, реально? Сделайте, да, еще 6 штучек. Не можешь, Вот здесь деньги. А взамен за деньги можно? Что $5000 было на разминке, надо бы хоть... Так меня возьмите в залог просто. Возьмите меня в залог вместо Будете денег. это- Вы покушали, сейчас вместо денег заберите меня. Короче, посуду будете вы. Посуду? Не только посуду, для вас стриптиз танцую. Короче, Олечка выбрала шоколадку. Сейчас будем ей шоколадку дарить. Сейчас. Олечка, Рошен, пойдет Рошен? Рошен? Ну, давайте Олечке подарим Рошен за ее доброе сердце, за ее вкусные ручки. Сколько? 66. Ребята, всем ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Откуда, ребята? С Венгрии. Сейчас мы хангри. Венгрия. Ребята, я сделал это. Альхамдулиллях, я сделал это. Ребята, я сделал это. Я, альхамдулиллях, сделал это. Несколько бессонных ночей, несколько испытаний, несколько квестов. Но я довез ребят до безопасной местности. Ребята, что бы вам ни говорили, никогда никого не слушайте, идите вперед до конца. И это еще один пример того, что идущий всегда победит. Просто победит. Те, кто меня хейтил, те, кто говорил, что у тебя, блядь, не получится с туркменским паспортом, ты балабол, все это в этом роде, просто нахрен заткнитесь. Заткнитесь тем, что... Потому что вы балаболы и были балаболами сами. Я сегодня доказал, что победит только идущий, а не тот, кто сплетничает за спиной. Меня зовут Бердыбекменов, я предприниматель, и я сын туркменского народа. Сегодня я выполнил свой долг перед своим народом. Хотя это был мой внутренний долг. Мой внутренний голос говорил о том, что нужно помочь своим ребятам. Я бы мог давно уехать на лучших автомобилях, не проходить через эти квесты, маски-шоу, понимаете? Но я решил
до конца идти и пройти это испытание. Ребята видели, через что мне приходилось проходить. Вы видели, через что мне приходилось проходить. Вы видели эти бессонные ночи, глаза. Вы видели эти лица. Вы видели, как мне приходилось бороться с каждой отправленной трудностью. И я не сдавал заднюю. Парни видели это. Я терпел до конца и всегда был на позитиве. Старался. Мой внутренний голос говорил, что у тебя все будет хорошо, Бердыбек. Иди вперед. Я очень сильно переживал. Переживал в первую очередь не за себя, а за тех ребят, которые я взял ответственность, понимаете. И я плачу от счастья. От счастья того, что у меня получилось. А что бы, если бы не получилось? А что бы, если с этими парнями что-то случилось? Простите меня за слезы. Ребята, терминал 2А, машина вот здесь. Ребята, вот Фарух, Атамраджан остаются, иншаллах, вот привез до терминала 2, чтобы вы знали. Я миссию свою выполнил, альхамдулиллях. Деньги дал сейчас себе? Да. Точно? Да, точно. Да. Сколько дал? 30 долларов. Вот это. 300? 50 долларов. 350 долларов, я думаю, хватит им долететь туда-обратно. Я посмотрел билеты, Пегасус стоит 100-150 долларов. Иншаллах, пусть Аллах мной и вами будет доволен, братья. Все, Спасибо, давай, брат. Меня зовут Бердыбек Менов. Я выполнил только что миссию и цель, которую я поставил перед собой и перед несколько тысяч аудиторий. Ребята, с вашего позволения, я хочу выспаться, умыться, снять гостиницу и немножко вам открыть Будапешт, Вену, красивую Вену моими глазами. История Бердыбекменова не заканчивается, история Бердыбекменова только начинается. Я вас люблю, берегите себя, обязательно скоро увидимся. Я надеюсь, иншаллах, высплюсь. Не теряйте меня.